Эта надпись свидетельствует того, что в Кыргызстане некогда использовали латиницу. Здесь написано «Мамлекеттик эмгек сактык кассасы», что в переводе означает «государственная трудовая сберегательная касса». Это здание единственное в Бишкеке, на котором сохранилась кыргызская латиница. Надпись стала достопримечательностью, правда, большинство горожан об этом даже не догадывается. Еще больше свидетельств и документов хранится в редком фонде Национальной библиотеки Кыргызстана. Эта газета называется «Кызыл Кыргызстан», выпуск года 1929 год. Эта газета выпускается на кыргызском языке латинским шрифтом. Уникальные книги, газеты, научные статьи кыргызско-латинского периода, всего более 2000 ценных документов хранятся здесь. История использования латинского шрифта уместилась в какие-то 12 лет. Это учебник по кыргызскому языку за 1929 год, написан знаменитым лингвистом Касымом Тыныстановым. Прошел всего год, как Кыргызская ССР перешла с использования арабской вязи на латиницу. В это время еще не все привыкли к новому алфавиту, поэтому Тыныстанов в своем учебнике дает разъяснение по новой кыргызской грамматике. Учебник действительно до 1940 года. Потом латиницу заменяют на кириллицу. Рядовые читатели в этот отдел заглядывают изредка, говорят сотрудники библиотеки. Правда, теперь, когда пошли толки о возврате к латинице, интерес к этим документам может возрасти. Приходят студенты, что пишут больше спрашивается, на дипломную работу. Кто пишет дипломную работу, кто пишет курсовую работу, приходит, спрашивает эти книги. Переход на латиницу необходим, считает Чурубек Садамбеков. Многие годы он занимается кыргызским языком, отстаивает интересы родной словесности. Замена кириллицы оправдана, по его мнению, хотя бы потому, что сегодня латиница более универсальный шрифт. С точки зрения технологической, да, наверное, есть в этом смысл, потому что это более технологичный язык, потому что мы сейчас, как понимаем, технология приходит с английского языка, который в основном используется латиницу. Да? Если латиница становится основным алфавитом, то детям, получается, будет легче осваивать тот же английский или другие языки, которые используют латиницу. Это раз. Во-вторых, у нас будет более такая тесная интеграция с тюркоязычными странами. Другой вопрос, где взять деньги на реформу. По самым грубым подсчетам Чурубека, для этого потребуется порядка 50 миллионов долларов. С дырами в госбюджете на такие траты власти не пойдут еще много лет. Депутаты парламента Кыргызстана тоже согласны, чтобы перейти на латиницу, понадобится не один десяток лет. Хотя саму инициативу замены алфавитов некоторые парламентарии считают давно назревшей. Латиница тоже, потому что наш сосед Узбекистан уже давно перешел. Сейчас Казахстан собирается. Мы тоже должны в стратегическом плане, в будущем плане обязательно этот вопрос должен стоять, мы должны к этому готовиться, я думаю. Потому что мир развивается, все новые технологии, все открытия, все происходят в Америке, в развитых странах, поэтому нам тоже надо к этому приучиться, приспосабливаться надо. Последуют ли власти Кыргызстана примеру своих соседей, неизвестно, да и народ тоже нужно спросить. Недовольных точно будет немало, поэтому депутат Нурбаев предлагает в нужное время провести референдум. Как в итоге решит народ, так и должно быть. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков, в настоящее время, Бишкек, Кыргызстан.